На оперативном совещании глава Башкортостана рассказал о том, что в некоторых районах республики будет опробован пилотный проект с современным пожарным извещателем с GSM-модулем. Давайте об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Кирилл Первов, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы сегодня обсуждаем о том, что мы в принципе уже привыкли к пожарным извещателям, да, мы знаем, что они есть, что их можно устанавливать и что они уже спасли не один десяток жизней. Но сейчас уже речь идет о пожарных извещателях с так называемым GSM-модулем. Что это за модуль? Да, хочу сказать, что всего уже в республике, вы правильно сказали, установлено достаточно большое количество извещателей. Всего за счет бюджета приобретено уже их более 600 тысяч. И Республика Башкортостан единственный субъект Российской Федерации, который такое большое количество категорий выдает бесплатно. То есть у нас действует более 15 категорий, которые могут получить этот извещатель бесплатно. Но сейчас уже речь идет о том, что нужно не только помочь оперативно выявить задымление, да, но и помочь людям эвакуироваться тем, которые не могут это сделать самостоятельно. В первую очередь это граждане с нарушением опорно-двигательных функций, те, у кого есть проблемы со зрением, со слухом. И поэтому сейчас такое принято решение о реализации пилотного проекта по выдаче и установке автономных пожарных извещателей с GSM-модулем. Он работает так же, как обычный извещатель, но не только сигнализирует звуком, но еще и передает информацию в виде смс-сообщений на 5 номеров, которые заранее запрограммированы. И таким образом информацию о задымлении оперативно получит как пожарная служба, наш центр 112, например, соседи этого гражданина. И таким образом мы сможем оперативно оказать помощь, эвакуировать гражданина и помочь потушить загорание. Вот мы говорим о том, что это пилотный проект. В каких районах он будет опробироваться? Да, сейчас мы предварительно провели анализ с учетом количества погибших на пожарах, с учетом количества пожаров в районах, с учетом наличия граждан, о которых мы говорили, у кого есть такие ограничения по здоровью. И на основе этого анализа сейчас пока внесено предложение о реализации данного пилотного проекта в 4 районах. Это Стерлитамакский район, Благовещенский, Шимбайский и Татышлинский районы. В этих районах проживает более 1000 граждан, которые попадают под бесплатную выдачу таких автономных пожарных извещателей. Сейчас как раз ведется разработка соответствующего нормативам правового акта, определяются источники финансирования. Хочу сказать, что данный извещатель с GSM-модулем, он как бы технически более сложно устроен, да, и здесь нам еще предстоит решить вопросы о выдаче соответствующих сим-карт для того, чтобы ими было как бы удобно пользоваться и чтобы было недорогое обслуживание. Поэтому сейчас такую же работу мы совместно с сотовыми операторами проводим. Ну вот чисто внешне, да, я так понимаю, что у нас на столе как раз есть один из примеров. Он похож на стандартный извещатель. Да, если визуально с этой стороны мы видим, что он практически такой же, да, то внутренность у него чем отличается? Вот мы видим, сейчас крышку сняли, что здесь находится сим-карта. Эту сим-карту необходимо будет заранее вставить, запрограммировать. А во всем остальном будет он работать точно так же, то есть можно будет в ручном режиме проверить, здесь есть соответствующий индикатор, кнопочка, и можно будет проверять работоспособность этого извещателя. Ну и, конечно, основное отличие – это цена, потому что если мы говорим, что обычный автономный пожарный извещатель цена начинается порядка 300-350 рублей, то данный прибор пока на рынке стоит порядка 6500. Может ли обычная семья установить вот такой вот извещатель себе домой? Да, мы рекомендуем это делать и тем гражданам, которые не попадают под эту категорию. На сегодняшний день это вот такой вот у нас как бы тоже пилотный образец, он один из первых у нас в республике. Сейчас мы проводили анализ, но практически в свободной продаже невозможно купить его сейчас, можно заказать только через интернет. Но, безусловно, мы будем работу проводить для того, чтобы каждый гражданин смог оперативно купить и поставить себе, например, на даче, там, в загородном доме или в квартире. Ну вот сейчас началось лето, это самая горячая пора, хотя я не знаю в году, да, когда у вас есть спокойное время, но лето это еще и каникулы, пора отпусков и так далее. Я знаю, что сейчас еще и второй проект будет реализован, это мобильная группа, которая будет дежурить и на несанкционированных пляжах. Поправьте, если я не права. Да, вы совершенно верно отметили, глава Республики Башкортостан Радик Фаридович Хабиров уделяет большое внимание как безопасности на водных объектах, так и обеспечению пожарной безопасности, поэтому такие важные пилотные проекты будут реализованы. То, что касается работы на пляжах, вы знаете, что у нас в Республике Башкортостан в том году 149 пляжей действовало, аттестованных.
В этом году их будет действовать еще больше. Это нужно для того, чтобы граждане безопасно и комфортно отдыхали. И напомню, что по этому показателю, по количеству пляжей, мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе. Но, тем не менее, достаточно еще много водоемов остается в республике, где есть массовое несанкционированное купание. Всего по республике таких водоемов еще более 400. Как раз вот в таких местах предполагается выделение специального оборудования для муниципальных образований. Это мобильный прицеп, где будет все необходимое. Это лодка, спасательный круг, спасательные жилеты. Для того, чтобы в тех местах, где много людей купается, все-таки в случае, если будет опасность, то спасатели могли оказать такую помощь. Также сейчас определяются муниципалитеты, в которых это будет проект реализовываться. Могу сказать, что на один прицеп там, по оценкам более 500 тысяч рублей нужно будет для оснащения. Поэтому сейчас также решается вопрос выделения финансирования. И я уверен, что уже в этом купальном сезоне мы первые такие прицепы передадим муниципальному образованию. Кирилл Сергеевич, давайте для наших телезрителей озвучим. Вот есть элементарные правила, да, мы каждый год о них говорим, мы каждый сезон говорим о правилах поведения, потому что сейчас и летние каникулы начались, и пора отпусков. Вот каким рекомендациям лучше следовать сейчас? Ну, во-первых, то, что касается водных объектов, то нужно купаться только в установленных местах. Традиционно на сайте Госкомитета по чрезвычайным ситуациям размещена интерактивная карта, где каждый может подобрать наиболее близкий для себя аттестованный пляж и ознакомиться с правилами поведения на воде. Второе важное правило: ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра, потому что, к сожалению, у нас уже и в этом году были случаи, когда буквально родители отвернулись на несколько секунд и дети утонули. Поэтому вот эти основные правила, которые нужно соблюдать. Но действует еще и особый противопожарный режим в Башкортостане. Да, с точки зрения пожарной безопасности особый противопожарный режим действует. Мы его ввели еще, насколько вы помните, в конце апреля. Он нужен для того, чтобы обеспечить безопасность граждан, когда у нас в мае традиционно начинается, во-первых, очень многие граждане отправляются в леса, это как бы так традиционный период шашлыков так называемых, да, плюс очень многие начинают сжигать растительность у себя на участке. Для того, чтобы вот в этот период обезопасить, мы эти требования ужесточаем. И основное, к чему это приводит, во-первых, это увеличение штрафа за нарушение правил пожарной безопасности. Но могу сказать, что действительно в этом году несколько факторов сложилось, да, это и особый противопожарный режим, и погода нам благоволила, и на сегодняшний день мы видим, что и количество лесных пожаров у нас сократилось, и количество ландшафтных пожаров, то есть загорания сухой травы, гораздо меньше по сравнению с прошлым годом. Ну и заблудившихся не так много уже, или это потому что день длинный, не так часто уже ходят, может быть, в лес по вечерам? Ну, знаете, вот в этом году такая особенность, наверное, да, потому что весна такая была достаточно влажная, и мы зафиксировали увеличение количества обращений по заблудившимся грибникам. Обычно это характерно для осени, но в этом году, вот в апреле, в начале мая, очень много было грибников, но, слава богу, все были оперативно найдены, и в настоящее время уже как бы таких проблем нет. Еще раз уточню, особый противопожарный режим, это означает, что сейчас в лесу нельзя не разводить костры, мусор за собой убирать. Да, вот такие, давайте проговорим еще раз элементарные правила поведения. Но элементарное правило, это что нужно делать? Если, например, вы находитесь на своем садовом участке, то какую-то сухую растительность, мусор и так далее нужно сжигать в специальных металлических бочках или ящиках. Раз. Далее, не только в период особого противопожарного режима, но вообще всегда нужно соблюдать расстояние. То есть не менее 5 метров к различным строениям можно даже вот разводить мангал, там, если для приготовления пищи и так далее. Дальше лучше использовать стационарный мангал, который у вас заранее установлен. Рядом должна находиться вода, огнетушитель, чтобы если какая-то искра улетела, то вы могли оперативно ее потушить. Ну и, конечно, при посещении лесов это самое главное. Ни в коем случае нельзя бросать. Вот у нас часто такое бывает, просто окурки, не все понимают, насколько это опасно. Потому что начинает тлеть, буквально сухая трава загорается как порох, и потом могут быть значительные последствия. И могу сказать, что если это приведет к тому, что кто-то пострадает, то ответственность за это может быть и вплоть до уголовной. И если вдруг мы видим тонущего человека, да, или горящее здание, вот какие наши первые действия должны быть? Нужно ли напролом бросаться спасать? Ну, во-первых, нужно сразу обратиться на 112 для того, чтобы привлечь профессиональных спасателей и пожарных. Далее, если вы видите, например, что человек тонет, то необходимо постараться подать, например, какую-то там длинную палку или жерть, или если веревка рядом есть, бросить соответствующую веревку. Если есть какое-то плавательное судно, то тихонько подойти к тонущему,
и постараться его поднять в лодку или дать ему спасательный круг. Это то, что касается безопасности на воде. Если мы говорим про пожары, да, действительно, мы слышим, бывают такие случаи, да, когда граждане, которые проходят мимо, оказывают помощь тем, кто не может эвакуироваться из пожара, но здесь тоже нужно очень правильно, четко и грамотно действовать. Это касается и когда вы сами выявили у себя в жилье пожар, и нужно правильно эвакуироваться. Обращаю внимание на то, что если открывается окно или дверь, то идет приток воздуха, и пожар моментально начинает развиваться. Поэтому для эвакуации сначала нужно подготовиться. Те граждане, которые у вас находятся, особенно дети, пожилые, взять их с собой, намочить тряпку и постараться совместно уже сначала подойти к выходу, потом открываете дверь и эвакуируете. Это позволит спасти вам жизнь. Ну и не обязательно бежать за документами, если вдруг что-то оставили. Правильно понимаю, возвращаться в горящее здание? Ни в коем случае нельзя. Это самое главное, спасти свою жизнь и своих близких. Своевременная незамедлительная эвакуация – это залог сохранения жизни. Кирилл Сергеевич, спасибо огромное, что несмотря на то, что сейчас такая горячая пора, вы пришли к нам, рассказали о том, как нужно действовать, рассказали, что есть новые современные пожарные извещатели, и скоро они будут доступны. Кому-то бесплатно, кому-то придется заплатить, но это, наверное, вполне логично. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью», и сегодня в гостях у нас был Кирилл Первов, это председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Спасибо, что были с нами.